В актовом зале Академии наук Якутии состоялась презентация книги «Труды по якутскому языку» основоположника якутской литературы, философа и гуманиста Алексея Елисеевича Кулаковского. Книга издана в рамках всероссийского проекта «Историческая память» под кураторством народного депутата Якутии, гендиректора Саханефтегазбыта Игоря Никитина. Составителем фундаментального труда стала внучка писателя, кандидат филологических наук Людмила Кулаковская, которая ушла из жизни в ноябре 2017 года. В зале Академии наук была организована выставка ее книг и публикаций. Внучка Алексея Кулаковского более 40 лет жизни посвятила работе в архивах. Именно благодаря ей стали известны многие документы, связанные с жизнью и творчеством Алексея Кулаковского. Внучке поэта Ларисе Кулаковской-Виллисавлевич, которая от имени всей семьи поблагодарила за увековечение памяти своего предка, великого якутского поэта, вручили благодарственное письмо председателя Илтумен за вклад в социально-экономическое развитие республики. На самом деле проект имеет основное свое назначение – это сохранение памятников культуры и истории, таких как Надвратная башня, таких как наших старинных зданий. Мы в рамках проекта имеем много направлений. Это восстановление панорамы Сосыл-Сосы, увековечение памяти сражавшихся там как со стороны генерала Пепеляева, так и со стороны Красной Армии. Это дань памяти тем погибшим и защищавшим Родину, каждый в своем понимании, под селом Никольцы Намского района. Это вопросы сохранения памятников и открытия музея в прошлом году Надвратной башни Якутского острога. Это книга, приуроченная к 75-летию Алсиба, в прошлом году была презентована на мероприятиях, написанная академиком Калашниковым и Негенбле. Это предстоящая в этом году презентация книги о золотодобыче в период Великой Отечественной войны, о подвиге дорожников Лохюня. Проект «Историческая память» на территории Республики Саха-Якутия выделил одно из направлений, наверное, главных направлений. Это сохранение духовного потенциала наших жителей. Это направление возглавляла Людмила Рясовна Кулаковская. Считаю, что те мероприятия, которые мы проводим сейчас по презентации книги, это согласованное с ней письма Алексея Елисеевича и письма к нему о проблемах развития языка в будущем. Этот труд актуален на сегодняшний день. И присутствует, во-первых, и часть ранее не опубликованных материалов, комментарии Людмилы Рясовны. Огромный, кропотливый труд, упорядоченный именно в части материалов, относящихся к языку, к стихосложению, к произношению дифтонгов и изучению языка. В период 30-х годов, когда происходил выбор между латиницей и тем алфавитом, которым мы пользуемся сейчас, ведь язык имеет две функции. Это средство идентификации, в первую очередь, и одним из главных направлений является средство коммуникации, взаимного проникновения культуры. Мы подчеркиваем им уникальность культуры и в то же время продолжаем развитие поступательное по взаимному переплетению. И, безусловно, мы не остановимся на достигнутом и, скорее всего, уже в ближайшее время приступим к реализации медийного проекта по произведениям Алексея Елисеевича. Скорее всего, это будет «Сон шамана», для того, чтобы дальше популяризировать и нести этот труд. В целом же проект «Историческая память» основан на 3 аспектах – духовное наследие, документальное наследие и материальное наследие, чтобы каждый гражданин понимал, в какой великой стране он живет. Ведь именно таким образом воспитывается уважение к себе и к своей республике, и к стране в целом.